Узбекистан получит 130 миллионов евро финпомощи от Европейского инвестиционного банка. В рамках видеоконференции обсуждены вопросы, связанные с реализацией инвестиционных проектов ЙОИП в Узбекистане. Заместитель министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Шухрат Вафаев провел видеоконференцию с вице-президентом Европейского инвестиционного банка ЙОИП Лилианой Павловой. В ходе беседы обсуждены предпринимаемые Узбекистаном меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции, а также по снижению влияния глобальных кризисных явлений на экономику и благосостояние населения страны. Об этом СНГ Today 24 апреля сообщили в пресс-службе ведомства. Важно отметить, что в руководстве инвестиционного банка высоко оценили своевременность и эффективность государственной поддержки граждан и предпринимателей в условиях эпидемии, в частности путем образования антикризисного фонда для финансирования широкого круга мероприятий, направленных на обеспечение экономической стабильности и безопасности граждан Узбекистана. Лилиана Павлова подчеркнула, что ЙОИП, рассмотрев запрос узбекской стороны, приняла решение об оказании финподдержки Узбекистану в борьбе с эпидемией и ее экономическими последствиями. В связи с этим, руководство банка выделит 50 миллионов евро на поддержку здравоохранения, более того, откроет кредитные линии коммерческим банкам Узбекистана в размере 80 миллионов евро. Стороны достигли договоренности по совместной проработке новых инвестиционных проектов для того, чтобы в ближайшее время довести объем портфеля проектов инвестиционного банка в Узбекистане до 500 миллионов евро. Добавим, что акционерами Европейского инвестиционного банка являются 27 стран Европы.